Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим традиционно и одновременно и на телевидении, и радио «Тетим» Саха-радио, это национальной вещательной компании «Саха». Режиссеры Мария Новгородова и Максим Владимиров, у микрофона редактор Юрий Сергеев. В нашей сегодняшней передаче во второй ее части мы посвятим Международному дню детской книги, отмечаемого завтра, 2 апреля. Ну, а прямо сейчас начнем вот с такой темы. В этом году была продолжена традиция двухэтапного формата мероприятия «Марафон регионов» и итоговая конференция. Акцент внимания сделан на практике и механизмы вовлечения в процесс развития финансовой грамотности одновременно значительного количества физических лиц через взаимодействие с трудовыми коллективами, а также перспективы и роль финансовых организаций в этой деятельности. Цель конференции «Фин-Фин-2025» – это ежегодные всероссийские площадки для открытого диалога, популяризация, внедрение программ по финансовому просвещению в трудовые коллективы. Вот и сегодня мы обратимся к этой теме, вот финансы, финансовое просвещение, финансовая культура в трудовых коллективах. Представлю сегодня гостей, участников передачи. Это непосредственно, кто был вот на этом марафоне, эксперты. Лугинов Афанасий Иванович, заместитель директора Якутской дирекции по развитию бизнеса филиала «Газпромбанк» акционерного общества «Дальневосточный» и главный бухгалтер акционерного общества «Сахаэнерго» Анна Валерьевна Левина. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые радиослушатели и телезрители, у нас телефоны уже подключены в прямой эфир. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, звоните нам в студию, задавайте. Телефон, напомню, 8 411 2 32 00 66 и 32 11 66. Итак, я обращаюсь, конечно, к участникам этого прошедшего марафона. Кстати, он состоялся 25 марта этого года текущего, ну и конференция была 27 марта. Вот. И кто организаторы, пожалуйста, марафона? Я обращаюсь к Афанасию Ивановичу, пожалуйста. Да, еще раз здравствуйте. Организаторами данного онлайн-марафона всероссийского является Ассоциация развития финансовой грамотности Российской Федерации и Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка. Это федеральные структуры, которые занимаются развитием и повышением финансовой грамотности в стране. С точки зрения региона у нас основной площадкой был финансово-экономический колледж имени Ивана Ивановича Фадеева. И нашим модератором была Анастасия Васильевна Соломонова. Ну, конечно, все стремились сделать финансовую грамотность, ну и участники этого марафона, этой конференции, культуру финансовую более доступной и понятной каждому человеку. Ну, я думаю, что на эти цели направлены и действия государственных органов власти, да, в том числе и руководство нашей республики Саха-Якутия. Конечно, в результате должно все-таки это как-то повлиять на и экономическое состояние. От того, как мы будем, скажем, жители республики, каждый человек знать что-то, да, о финансовой грамотности, быть информированным и так далее. Вот, поэтому, ну, тем не менее, вопросы финансового просвещения, как еще называют ее, остается очень актуальной. Согласен? Да, все верно. Действительно, с развитием технологий, прогресса, изменениями, которые происходят в нашей общественной, общей, обычной, ежедневной жизни, да, появляются и новые угрозы вместе с теми удобствами, которые технологии нам дают. И если раньше государство уделяло особое внимание охране труда, пожарной безопасности, наряду с этим сейчас финансовой грамотности, потому что мы работаем все за финансы, и благополучие людей во многом зависит от финансового состояния.
Сейчас ситуация такая, что очень много мошенничества, да, и финансовая безопасность является одним из важных блоков в целом финансовой грамотности. Хотя это не только мошенничество, это очень много других вопросов. Да. И на федеральном уровне имеется стратегия по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры до 2030 года, да, утвержденная распоряжением правительства Российской Федерации. Также есть региональная программа, утвержденная распоряжением правительства, да, по повышению уровня финграмотности до 2027 года, и точно такая же программа есть у муниципалитета города Якутска, да, тоже до 2027 года. Таким образом, государство подчеркивает важность того, что финансовую грамотность нужно развивать, повышать, и финансовой культурой нужно заниматься. Да, еще в 2023 году была утверждена обновленная стратегия финансового просвещения. Она рассчитана до 2030 года. Да, это федеральная программа. Это федеральная программа, и акцент, конечно, сделан на формирование финансовой культуры. Конечно, чтобы сформировать ее у всех слоев населения и страны в целом, да, и, конечно, и республики в том числе, разработать какие-то программы, проекты, способы доведения информации с учетом всего населения, конечно, да, всех условий проживания и так далее, отдаленности, доступности ее. Вот. И этот марафон, все-таки, как вы считаете, насколько сегодня работники, и в России, и в нашей республике, сегодня и в городе Якутске осознают важность финансовой грамотности. Как вы охарактеризовали? Давайте я немножко сначала скажу о том, что благодаря усилиям правительства, наличию региональной программы, работе регионального центра компетенций по финансовой грамотности, финансово-экономического колледжа, волонтерского сообщества, да, наша республика стала финалистом всероссийского конкурса «Столица финансовой культуры», и 12 марта нам вручили соответствующее свидетельство. Да, а организатором этого всероссийского конкурса был Центральный банк России и Минфин России. Это очень высокое звание. Также признание, да, того, что республика занимается финансовой грамотностью и одна из лидеров среди регионов. По тому, как марафон регионов, в этом году 4 региона принимали участие, и то, что Республика Саха-Якутия вошла в число 4 участников, это тоже большое достижение, да, и, можно сказать, даже победа в какой-то степени. Выступила первой, да, в этой? Да, выступила первой, наряду с Кемерово, с Уфой и Чебоксарами. То есть всего 4 региона участвовало. И действительно на федеральном уровне очень внимательно относятся к тому опыту, который республика нарабатывает, да, а опыт он действительно интересный с учетом наших расстояний, с учетом нашей специфики, с учетом нашего менталитета где-то, да, и разношерстности категорий, с которыми мы работаем, потому что мы работаем и со школьниками, со студентами, с производством, с пенсионерами, и действительно очень большой груз берут на себя волонтеры, то есть это бесплатная работа. Что касается осознания населения важности, да, то мы пока еще не доросли, по всей видимости, да, мы всегда думаем, что это нас не касается, что это касается кого-то другого, потому что для большинства финансовая грамотность все-таки это про то, как не попасться на мошенников. Однако мы стараемся говорить о том, что и говорим о том, что финансовая грамотность это гораздо более широкое понятие, чем просто борьба с мошенниками и как не попасться на финансовую пирамиду, да, про накопление, про то, как управлять кредитной нагрузкой, грамотно пользоваться кредитами. Если говорить о статистике, то мы один из последних регионов по количеству накоплений на душу населения, хотя уровень доходов-то у нас высокий, если с другими регионами посмотреть. Да. По уровню кредитной нагрузки мы, наоборот, в топ-3 находимся, да, и более 800 тысяч рублей средняя задолженность на каждого жителя Республики Саха-Якутия получается. Кроме того, про инвестиции, про то, какие риски идут, про пенсионные программы, про налоговые вещи, да, какие-то. Это все касается, это все входит в финансовую грамотность. Финансовая грамотность, она очень обширная, да. Я очень люблю сравнивать с медициной, да, например, если врач, то он же только по какому-то направлению врач, да, то экономика это тоже очень широкая, финансовая грамотность тоже широкая, там много направлений. И до сих пор у населения нет полного понимания важности
развития вот этого направления. Вот, это один такой аспект, да, проблемы. Телефоны 32 2066, 32 1166. Уважаемые телезрители, радиослушатели, если есть какие-то вопросы, может, вы что-то можете сказать по поводу финансовой грамотности, вы насколько сегодня информированы об этом, да, пожалуйста, можете позвонить, задать вопросы. Так, вот я хочу задать тогда Анне, значит, Валерьевне. Анна Валерьевна, ну, все-таки вы работодатель, так, давайте мы перейдем к теме нашей все-таки работы в коллективах. Что происходит сейчас? Как у вас ведется работа тогда в вашем коллективе? Ну, я представляю акционерное общество «Сахаэнерго», являюсь одним из работодателей, скажем так, да, тоже принимаю участие в этом вопросе. И наши предприятия, например, да, как взять в виде примера, то у нас только зачатки вот этого финансовой грамотности идут. При этом, конечно, так как мы являемся и входим в группу компании «Русгидро», у нас очень большое значение придает этому наша вышестоящая компания ПАО «Русгидро». Конкретно, если взять у нас в «Сахаэнерго», проводится обучение. Обучение онлайн, это, как уже было заранее сказано, да, как по охране труда, постоянно сдаем мы экзамены по гражданской обороне и так далее. Точно так же у нас проводится обучение по противокоррупционным мероприятиям, про сохранность персональных данных, каким образом нужно сохранять, как распознать финансовых мошенников. У нас иногда даже бывает, что делают рассылку, и кто-нибудь попадется на эту уловку или нет. Информация приходит письмом, и те, кто финансово подкованы, например, вот эти письма, ссылки, они не открывают. При этом, что самое интересное, вот эти вот обучения, они у нас проходят в виде слайдов, определенное время дается, и обязательно есть ситуационные задачи. То есть какие-то ситуации... Какие-то примеры, да? Да, наверное, какие-то примеры. Вот, да, вот, например, был такой-то важно. звонок, либо вот такое-то письмо пришло, да. Как вы поступите? И потом, конечно, идет правильный ответ. Кто-то ошибается, кто-то не ошибается, да. И в конечном итоге сдаем тесты. Вот это очень хорошо. И это поставлено у нас на поток, то есть ежегодно проходим антифишинговые какие-то вот обучения. Кроме того, недавно, вот буквально на днях у нас состоялась встреча с МВД, представителями с МВД. Они, конечно, провели очень хорошую лекцию, даже какие-то лайфхаки нам дали, как распознать вот этих мошенников и что нужно делать в данных ситуациях, и были раздаточные материалы. Вот. И, конечно же, мы в свое время приглашали, вот Афанасий Иванович у нас выступал именно тоже по вопросам финансовой грамотности. Вопросы касались именно по сохранению, по увеличению финансов, по банковским продуктам и по инвестициям. Что можно сделать для того, чтобы повысить качество жизни. Ну, то есть интерес есть все-таки, да, в вашем трудовом коллективе, у ваших коллег? Ну, интерес, да, есть, но не настолько, к сожалению. Не настолько, скажем так, да. В общем, здесь вот, скажем так, роль работодателя в этом процессе очень важна, наверное, скорее всего. Да, абсолютно верно. Соглашусь, да. Почему? Потому что здесь самая большая проблема, вот опять же, в том, что вот если с точки зрения мошенничества взять, да, то есть примерный портрет человека, жертвы, да, мошенников. Это как раз-таки средний класс, средний возраст, которые работают, да. Дети и пенсионеры попадают реже. Почему? Потому что у них есть время там изучить материалы, там, да, в соцсетях посмотреть, в мессенджерах почитать рассылки. А у тех, кто работает, у них, как правило, свои производственные задачи. Кто-то там больными занимается, кто-то преступниками занимается, кто-то там, свет подает, да, тянет или что-нибудь в этом роде. У них нет времени заниматься финансовой грамотностью. И поэтому работодатель должен уделять этому особое внимание. Так же, как инструктаж по технике безопасности, также инструктаж по пожарной безопасности. Да? И если, вот по моему личному опыту, если руководитель сам приходит, контролирует наличие, явку, и чтобы не в телефонах сидели, да, а слушали, задавали вопросы, даже онлайн мероприятие можно сделать эффективным.
да? А если же руководителя нету, то и сотрудники думают, ну, руководитель не пришел, но зачем тогда мне это нужно? Поэтому важность работодателя, участие самого работодателя, руководителя очень высока. Лично вот по практическому опыту можно так сказать. И явки больше. Явка все равно есть, но вот как Анна Валерьевна правильно сказала, да, если руководителя нету, то явка будет процентов 5-10, соответственно, мы 5-10% охватим, да, а остальные они будут не охваченными. А если сам руководитель пришел и всех заставил прийти, послушать, да, прям обязаловка, как инструктаж по охране труда, тогда и охват будет сильно-сильно больше, и эффективность тоже будет сильно выше. Вот это вот обучение вот проводить как вот лучше? Все-таки в рабочее время или в нерабочее время? Вот как вы считаете? Анна Валерьевна. Ну, как показывает практика, конечно, и вот результаты опроса, которые Ассоциация развития финансовой грамотности проводила, конечно, это в рабочее время, потому что сейчас и домашних проблем достаточно много, и другие вопросы нужно решать, да, и поэтому, конечно, работодатель должен понимать о том, что какую-то часть необходимо именно вот эту работу проводить в рабочее время. Выделение времени обязательно должно быть. Понятно. Ну вот такой тоже вопрос, конечно, вот в первую очередь, кто интересуется, да, финансовой грамотностью, может быть, да, финансовым просвещением, молодые люди. Конечно, молодые люди, наверное, более, так сказать, ну, скажем так, да, готовые все принять на себя, выслушать. Тогда, ну, люди, скажем, постарше, там, ну, может быть, действительно пожилого возраста, ну, как-то не так, вот, может быть, реагируют на такие вещи. Вот, Афанасий Иванович, здесь вот практика разная, да? Практика разная, наверное, но все-таки да. Вот если часто так встречается, наверное. Я вот объясню, да, вот финансовая грамотность, еще раз, это обширная, да, и смотря с какой темой мы идем. Вот я, например, люблю говорить про то, как накопить себе на пенсию. Так что пенсии же недостаточно, понятно, да? И когда я прихожу к молодым, молодые говорят, ой, это далеко, да, это конечно. Я не доживу, что там, государство 25 раз еще поменяется, им не особо интересно. Когда прихожу к тем, кто постарше, они говорят, так это детям надо рассказывать, чтобы нам-то уже поздно, да? В итоге, на самом деле, мое понимание, да, и я всем поясняю, что это нужно всем, каждому, да, взрослым, как показать пример своим же детям, например, да? А молодым, поскольку, ну, есть очень много народной мудрости, да, береги честь молоду, готовь сани летом, а телегу зимой, тише едешь, дальше будешь. То есть народная мудрость, я вот поговорки очень хорошо применяю, люблю применять, да, именно с финансовой грамотностью, они прям хорошо ложатся. И когда я об этом говорю, вроде бы соглашаются, потому что это же не я придумал эти поговорки, а народ. И с помощью таких вот поговорок и поясняя, как это относится к финансовой грамотности, к накоплению, к пенсионному благополучию, да, принятие приходит. Ну что ж, у нас времени совсем немного остается до конца эфира, к сожалению. Конечно, тема очень обширная, очень актуальная, конечно, и интересная в то же время, столь необходимая для всех нас, для каждого жителя и города Якутска, и нашей республики, ну, конечно, и всей страны. Что бы вы еще сказали, обращаясь к нашим телезрителям и радиослушателям? Вот, пожалуйста, Анна Валерьевна. Вот из вашего опыта что-то еще, что-то, может, посоветуете, у вас все-таки есть, ну, хоть начало, но есть опыт какой-то все-таки, работы в коллективе, ну, вообще, по финансовому просвещению. Да, мое участие вот в этом Финфине, конечно, вопрос очень интересный достаточно, да, и я, например, пришла к выводу о том, что я хочу стать волонтером, да, по финансовой грамотности. У нас есть региональный центр компетенций по финансовой грамотности Республика Саха-Якутия на базе Якутского финансово-экономического колледжа, и там принята программа, там на сайте можно зайти посмотреть, да. И я бы хотела призвать тех, кто связан с финансами, кто интересуется этим вопросом, да, может быть, давайте станем волонтером. Вместе мы будем продвигать финансовую грамотность. Я, наверное, этот вопрос поставлю уже перед своим руководством, какую-то программу, чтобы мы приняли, да, и чтобы продвигать эти вопросы. При этом не только в городе Якутске, так как мы присутствуем в 23 улусах Республика Саха-Якутия, то я бы хотела продвигать это именно и в арктические улусы. Так, Афанасий Иванович, у нас около минуты, пожалуйста, заключение, что скажете? Да, работодателям я бы хотел пожелать заниматься финансовой грамотностью
грамотностью лично, в том числе, да, и вовлекать туда своих работников, уделять туда время, а работникам более ответственно подходить к занятиям, которые проводятся в том числе волонтерами, да, сотрудниками банков, страховых компаний, и погружаться в эту тему, поскольку мы все работаем за деньги, да, и финансовое благополучие — это важно, в том числе для того, чтобы получать трудовые результаты. Все, спасибо. На этом, уважаемые телезрители и радиослушатели, наш первый блок заканчивается. Финансовая грамотность каждому человеку, каждому жителю нашей республики. Всего доброго. Продолжаем наш прямой эфир. Ежегодно, начиная с 1967 года, 2 апреля, мир отмечает Международный день детской книги. Дата празднования Международного дня детской книги выбрана не случайно. 2 апреля – день рождения великого датского писателя, сказочника Ганса Христиана Андерсена. Он родился в 1805 году и умер в 1875 году. Он внес свой вклад в создание детской книги. И в этом году к празднованию присоединяются жители десятков стран мира, в том числе и Россия. Вот сегодня у нас в студии в связи с этой датой, с этим днем предстоящим, это уже завтра уже будет 2 апреля, да, в среду, председатель Союза писателей Республики, главный редактор художественно-литературного, общественно-политического журнала «Полярная звезда». Кстати, он награжден медалью Союза писателей Российской Федерации и Союза переводчиков России, да, памятной медалью Самуила Яковлевича Маршака. Вот, это не каждый имеет такую, наверное, памятную медаль, да. Вот, ну и представлю, это Владислав Семенович Доллонов. Здравствуйте. Добрый день, дорогие якутяне. Вы у нас, конечно, не первый раз в гостях в этой передаче «Якутск сегодня». Ну, что вам хотелось бы сказать сегодня, вот обращаясь вот, в честь предстоящего дня, Международного дня детской книги? Ну, я хочу сказать, что вы еще и детский писатель, можно так сказать? Да, конечно, можно. У меня есть вот книжка, которую вот с собой взял именно для детей. Да. Ну, как говорится, для детей надо писать вполне серьезно и даже лучше, чем для взрослых. Для взрослых, да? Вот так говорят же, да? Ага. Ну, у нас у якутских писателей, те, кто пишет именно для детей, таких людей много. Вот я список составил членов нашего союза, среди них самые именитые, конечно, вот лауреаты премии главы республики имени Николая Егоровича Мординова Аммачигия в области детской литературы. Это народный поэт нашего союза Мигалкин Иван Васильевич, который, к сожалению, вот летом прошлого года ушел из жизни. Также лауреатом этой премии является также член нашего союза, опытный врач, детский врач Валентин Владимирович Егоров. Он также является лауреатом премии имени Аммачигия в области детской литературы. А кто пишет для детей? Очень талантливые у нас писатели: Корякина Римма Хотуна, Васильева Дария Аммадаес, вот, Пенигина Валентина Арылы, Саватиева Сарглана, Ксенофонтова Аина. Вот так, Готовцева Любовь. Вот, можно еще перечислять. Зеркова Татьяна Ильинична, вот, она работала очень долго главным редактором журналов «Колокольчик», «Чуранчик». И, конечно, мы сотрудничали. Вот «Полярная звезда» для взрослых, а вот издание детского издательства «Кескил» — это уже для детей и подростков. Владислав, я вот знаю вас как, как одного из тоже известных публицистов у нас в республике, да, издателей, вот вы редактор, главный редактор журнала «Полярная звезда». Вот как вы стали, вот, скажем, на путь, на стезю детского писателя, писательства? Ну, как-то вот желание писать для детей
пришло, надо сказать, с возрастом, да. Раньше я больше практиковался по публицистике для взрослых, конечно же, по злободневным как бы вопросам нашей жизни для взрослых. Но как-то я понял, что вот именно на русском языке у нас в Якутии не хватает для читающих на русском языке наших детей любой национальности, якутской, русской, эвенской, эвенкийской. Вот именно на русском языке, вот по истории Якутии. Вот, на якутском языке, мне кажется, все-таки издается много вот о предках. Да. Вот поэтому вот я целенаправленно сначала вот издал вот эту книгу «21 рассказ о Якутии». Это там, начиная от наших первопредков, от Омогойбая и Эллея, кончая сегодняшним днем. А потом более систематизировал это дело и издал уже вторую книгу как бы в хронологическом порядке, именно для детей. Вот это вот рассказы о Якутии. А вот именно рассказы о детях, да, о них самих, вот такие у вас есть публикации какие-то? Мы в «Полярной звезде» публикуем для детей, бывает, но вот, к сожалению, довольно эпизодически, надо сказать. У нас бывает, у нас есть рубрика, да, самых юных или юным читателям, но мы не отказываемся от такой литературы. Но, тем не менее, надо сказать, что это стезя, это хлеб наших коллег из журнала «Юность Севера», вот, издательство «Кескил», и также вот именно журналов вот «Колокольчик» и «Чоранчик», с которым мы, как я уже сказал, плотно сотрудничаем. И надо сказать, что наши сотрудники журнала «Полярная звезда» все практически работали в журнале «Колокольчик». Вот наш опытный редактор, который уже из жизни ушел, Иван Иннокентьев, он долгое время работал в «Колокольчике». Иван Иванович. Да, наш художественный редактор Гаврил Попов также из «Чоранчика». Наш ответственный секретарь Ираида Попова также из «Колокольчика». Наш редактор, вот самый молодой, Мария Гольдерова, также из «Колокольчика». Вот такой вот у нас профессиональный, можно сказать, профессиональная лестница такая. Да, конечно, Иван Иванович, конечно, мы тоже были знакомы с ним еще со времен «Молодежь Якутии», где он работал корреспондентом, да, это его такие тоже публицистические статьи. Он был очень популярным, очень был популярным, впоследствии да. стал вот и писателем, драматургом известным тоже, да. Вот, ну, я думаю, что вот рано ушел тоже из жизни Иван Иванович Иннокентьев, к сожалению, вот так получилось. Вот, ну, я думаю, что его книги тоже остались, они станут... «Говорящая гора», он там о своем детстве. Вот его родной поселок Сангар он интерпретирует как «Говорящая гора», он себя там представляет мальчиком Ваней Быковым, ну там занимательная история, очень хорошая книга у него. Да, вот, Владислав, ну, наверное, все-таки в детстве вам тоже читали, наверное, да, стихи того же, скажем, и Самуила Маршака, да, Корнея Чуковского, да, конечно. Агнии Барто, «Оторвали у Зины, у куклы, да, вот эту Зины вот лапку, да, и так далее. Ну, вот эти самые такие, ну, что запомнилось, да, некоторые. Очень даже примечательно то, что вот эти любимые во всем нашем советском народе писатели, они очень так талантливо переводились на якутский язык, и что не Тараканищели, что не Федорина горе, все это мы декламировали также и на якутском языке вот в своем детстве. Но они сейчас выпускаются вообще, эти книги, вот, переиздаются? Да, наше издательство «Аяр», бывший Бичек, очень много издает детской литературы. Да, кстати. И по сравнению с нашим детством, конечно, да, нынешние книги, вот сами можете видеть, очень красочные. Да. Наши талантливые художники очень ярко, так, выразительно иллюстрируют нынешние книжки. И любо-дорого. И надо сказать, что детская литература хорошо раздается. Вот эти мои скромные книги, они в продаже, их давно уже нету. Уже нету, да? Раскупили вот, все.
Да, вот бывая вот в книжных магазинах, в библиотеках, ну, в книжных магазинах частенько приходится иногда заглядывать, там иногда вот я ищу вот этих вот наших, да, произведения, вот детские книги, да, Агнии Барто, Корнея Чуковского, конечно, также Астрид Лингрен, братьев Гримм, ну, Александра Сергеевича Пушкина, конечно, что-то там есть такие, но ну, не так, скажем, масштабно, да? Да, ага. Это, видимо... Почему так вот ситуация? Мне кажется, тут вина тех именно продавцов вот, книжной продукции, которые вот в Москве бываешь, в Санкт-Петербурге, в книжные магазины зайдешь, и вот этой литературы очень много, всякого формата, полиграфического исполнения разного. И мне кажется, вот нашим предпринимателям, бизнесменам, которые занимаются вот именно распространением литературы, а именно детской литературы, надо было бы обратить внимание на этом вопросе. И конечно, наши дети обязательно должны вырастать вот именно на этой качественной и любимой литературе. Да, конечно. А что вот читают, например, ваши внуки сейчас? Вот? Детскую литературу читают какие-то? Папа, мама читают стихи, там, да, тех же известных конечно, поэтов? Или как? Мы сами тоже, вот, конечно, уже дети выросли, будучи родителями, уже дедушки, бабушки, занимаемся своими детьми, и именно, конечно, декламируем вот эти, что-то помнится совершенно наизусть, или там убаюкиваешь своего ребенка или внука. Это у нас в генетике уже сидит, вот эта литература. Ну, вот в последнее время вот я заметил, да, сейчас вот «Колобок» стал как-то больше вот просвещать, стали «Колобок», в социальных сетях смотрю, в детских садах, вот у моей внучки тоже вот в детском садике провели тоже такую же вот небольшую, видимо, такую сказку вот про Колобка. Ну, это уже сказки, русские народные сказки, конечно. Мы к ним тоже надо обращаться, наверное, почаще. Обязательно всего, надо. Да? Это то, что вот целый пласт созданной детской литературы, он должен идти и идет, может, десятилетиями, веками даже, вот как богатство народное, которое воспитывает доброте, традициям народным. Ну и в совокупности, конечно, уже новые авторы, они, конечно, должны создавать, творить для детей. Да, ну вот этот день, 2 апреля, Международный день детской книги, он, конечно, призван также подчеркнуть необходимость защиты, да, прав ребенка вот, на доступ вот к этим книгам и чтению, ну, вне зависимости от социального статуса, места проживания, ну, или, скажем, экономических возможностей, не так ли? Это да, в наше время очень больной такой вопрос, социальный для нашего общества, чтение, вообще культура чтения, да. Мы все вот, ну не то что жертвы, да, но вот мы как бы находимся все, и взрослые, и дети, особенно под влиянием цифровой информации. И наше общество, вообще в целом человечество, вот, мне кажется, еще не нашло баланса вот именно цифровой информации и книгами, чтением, как вот феномена культуры. Вот это надо, ну, я думаю, общество найдет вопросы, именно решение этого вопроса вместе и с родителями, вместе со школой, ну и вообще с писательскими кругами. Вот это дело все-таки найдет свое решение, уравновесится. Да. Наверное, все-таки вот главное вот это качество, да, и разнообразие детской литературы должно быть, наверное, все-таки. Да, конечно. И, скажем, вообще вот сегодня у нас в стране и в республике в том числе. В нашем детстве зачитывались в юношестве приключенческой литературой. Да. Это давало такое вот для, ну, не рычаги, а вот как-то, как бы сказать, для развития воображения молодого, юного человека, вот это чтение, да, книг, вот, вот эти события
у тебя разворачивается в мозгу, там, в глазах, да. А тут уже сегодня готовый продукт, вот, приключенческие разные фильмы, блокбастеры, вот это, конечно, прекрасно, вот наблюдаешь, видишь работу тоже очень талантливых людей, как это они поставили, но все-таки вот это уже готовый продукт, да. И для воображения, вот для молодого человека как-то уже, может быть, этого недостаточно. Вот вы как председатель Союза писателей Республики, да, ну, непосредственно работаете с молодежью, наверное, с молодыми авторами, да, начинающими писателями. Ну, вот есть там у ребят склонность вот к детскому, скажем, да, написанию детских книг, каких-то стихотворений, такие, скажем так, сказок. Вот как фэнтези пишут, да, молодые люди. Есть такие, вот. Сразу вот навскидку Ладина Курилова, вот она, можно сказать, юная юкагерская писательница, вот она сказки пишет очень красивые. Вот Аина, вот Ксенофонтову я вспомнил, она пишет пьесы, которые даже были поставлены театром юного зрителя. Также там об экологии, вот юных читателей уже это затрагивает, вот трогает их. Ну вот есть такая поросль, надо сказать. И это вот их надо поддерживать, конечно. Да, конечно, обязательно. Чтобы они развивали свое мастерство. Мы в мере своих возможностей журнала и писательского союза, конечно, их привлекаем. И в этом отношении, надо сказать, очень серьезную и большую работу проводит наш союз, наш дружеский союз, союз писателей Якутии под руководством председателя Гаврила Андросова. Они каждые 2 года вот, они проводят конференции молодых творческих сил. И там каждый раз выявляются все новые настоящие таланты, надо сказать. И это очень благодарная работа, и мы очень благодарны нашим коллегам и желаем им всяческих успехов. Осталось буквально у нас несколько минут, где-то около 2 минут до конца эфира. Скажи, пожалуйста, ну что бы ты сказала вот сегодня нашим и родителям, конечно, и детям, вот как и писатель, как творческий человек, обыкновенное литератор. Такое желание, да, вот приучать юное поколение к культуре чтения. Чтение вот это очень большой инструмент для развития человека, и обязательно. Но осталась минута. Но, наверное, все-таки чтение должно быть вслух, наверное, да, все-таки. Те же вот детские сказки, да, на якутском языке, на языках малочисленных народов Севера должно быть, да, и на русском языке. Да, в том числе, конечно. Вот и в этом отношении работа все-таки ведется. И со стороны нашего руководства, правительства деньги выделяются. И просто вот обществу надо, родителям, вот этот наш пласт использовать. Хорошо. На этой ноте, уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом программа «Якут сегодня» подошла к концу. Спасибо за ваше внимание, за то, что вы слушали, видели сегодня то, что происходило здесь, в этой студии. Ее подготовил и провел редактор Юрий Сергеев. До свидания, всего доброго.